Ловись, рыбка любая, неважно большая или маленькая. Поймать обитателей водохранилища, если они, конечно, живые, сложно. Специалисты бьют тревогу. На городском пруду Назрани массовый мор рыб. На каждом уголке берега мертвая рыба. Некоторые умирают на глазах. Из-за этой ситуации больше всех опечалены рыбаки. Магомед, расскажите, как долго вы здесь сидите? Клюет ли рыба? Я сижу уже 3-5 часов. Рыба не ловится. Тем не менее, живая рыба в водоеме все же есть. Но непонятно одно, почему она умирает. Такая же история, как писали в соцсетях, и с птицами. Специалисты Минприроды Ингушетии совместно с представителями Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора и управления Роспотребнадзора установили причину гибели. Это низкое содержание кислорода в воде. При норме 4 коэффициента у нас 2,8 там содержание кислорода. Соответственно, из-за этого может быть рыба и погибла. Касательно массовой гибели птиц, данной информации, в принципе, массовой гибели птиц мы там не обнаружили. Пару птиц там было обнаружено. И с учетом того, что там целая стая птиц была, весь день никаких последствий для птицы там не было. Они пили также воду. Все это, скорее всего, это уже естественная, скажем так, гибель птицы, которая там произошла. Опять же, причина какая низкого кислорода? Это перепад температуры, сильный перепад температуры. Сначала строилась гипотеза из-за того, что там высокая температура, но на самом деле высокий перепад температуры говорит о том, что если сегодня 30 градусов, вечером, например, на 20 градусов меньше, это меняется температура, соответственно, начинается рост при таких условиях водорослей. Эти водоросли, они поглощают кислород в воде, и после этого содержание этого кислорода существенно уменьшается. Таким образом, рыба погибла из-за кислородного голодания. Но и эту проблему намерены решить. Чтобы вода из Алханчурского канала поступала в пруд, открыли дополнительный шлюз. Мы решили сделать проток воды. То есть, чтобы водоем, он стоячий, в принципе, нужно, чтобы вода поступала из Алханчурского канала. Та вода, которая есть, она выходила из сливного, скажем так, канала. Соответственно, мы договорились с Ингушмелью что они откроют шлюз, чтобы вода поступала на пруд, то есть пустят воду. А с администрацией, что они откроют шлюз, и чтобы вода уже, которая не с низким содержанием кислорода, оттуда вытекала. Соответственно, эта естественная аэрация произойдет, и содержание кислорода, оно не сильно, но увеличится. Но я думаю, проблема, единственное, как можно решить эту проблему, это этот шаг. При этом информация о том, что водоем мог быть загрязнен или отравлен какими-либо веществами, не подтвердилась. Но для полного и точного выяснения возможных дополнительных причин мора рыбы, а также гибели птицы на данном участке, ветуправление региона провело свой анализ. Результаты будут известны совсем скоро. Зелимхан Калой, Васхабила, Киев, Новости 24.